Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Куда ведет вас нить судьбы? И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, куда ведет меня нить судьбы? И давайте посмотрим, что покажут нам высшие силы. Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, нить судьбы. Интересная, кстати, у вас жизнь была, есть. Такая вот вся непредсказуемая, с кочки на кочку. Да? То в болото, то в дремучий лес. Счастье лишь только маленькими звездочками, редкими вспышками. Не просто вам пришлось по жизни, и путь такой у вас есть, скомканный, поломанный. Не линия, а просто какой-то пунктир. Мне даже страшно представить, с чем вы столкнулись, что вы пережили, либо переживаете в сегодняшний момент. Было больно, было плохо. Но вы верили и правильно делали. Ваша вера вас спасает. Ваша вера вам помогает. Так держать. Не сходите с этого пути. Верьте. И по вере вашей вам обязательно воздастся. Это не просто слова и не просто цитата. Это для вас истина. Вот в очередной раз очень четко высшие силы показали тем, кто верит, тем, кто не унывает, все будет, все воздастся. Даже и не сомневайтесь. Смотрите, мои хорошие, куда же ведет вас нить судьбы? Очень тяжелые уроки, испытания, какие-то нереальные кармические узлы вы проходили, либо проходите по сей день. Каким бы сложным ни был урок, либо каким бы огромным ни был кармический узел, вы с этим справитесь. Знаете, как говорят, такая пословица, выражение: глаза боятся, а руки делают. Вот это про вас. Вы такой человек. Да, вы сомневаетесь, да, боитесь, да, переживаете, но вы все равно делаете, вы живете, вы продолжаете, вы стараетесь, вы ищете. У вас очень пытливый ум, и это замечательно, просто замечательно. Он вам помогает. Смотрите, мои милые, здесь, пройдя просто огонь и воду, вы дойдете до определенной точки, где вам будет предоставлен выбор. Выбор какого порядка? Либо ты плывешь и дальше по течению, то есть мы тебя там оттолкнем от берега в очередной раз, да, и ты поплывешь по течению, куда вода вынесет. Либо ты начинаешь грести, да, либо плыть, выбирая себе направление. Хочу туда. Хочу к правому берегу, хочу к левому, хочу вообще на середину реки выплыву и полежу на спине, отдохну. Понимаете? Смелые из вас, вот прям смелые, отчаянные, выберут, конечно же, второй путь. И они не ошибутся, потому что все, что вы прошли, все, что вы накопили, все, что вы пережили, все те уроки, которые вы вынесли, они не просто так были. Вы теперь человек мощный, сильный и способный. Да, настанет тот день, когда вы почувствуете, а может быть уже вы чувствуете, что вы можете брать ответственность за себя, за свою жизнь и за жизнь своих близких в свои собственные руки. Вот к этому ведут вас высшие силы. Да? В этом есть нить вашей судьбы. Стать сильным человеком. Для тех, кто побоится, для тех, кто не сможет решиться, вот скажет: ну нет, не могу, не готов. Вы пройдете еще один цикл. 3 года. Вот такой цикл у вас выходит. Это
Кто-то скажет очень долго, а кто-то скажет, да ладно, ерунда, что там 3 года. Вас насиловать не будут, принуждать вас не будут. Вам говорят, хочешь? Хочу, бери. Хочешь? Не знаю. Ну тогда давай еще один кружочек, потопчись, подучись, дойди до кондиции, а потом уже, пожалуйста, мы тебя ждем. Нить судьбы в том, чтобы вы стали человеком сильным, активным, мощным, хозяином своей жизни, своей судьбы. Таким, знаете, архитектором своей судьбы. Вот к этому вас вот всю вашу жизнь ведут, подталкивают, да, всю вашу сознательную жизнь. Если вы немножечко подумаете над моими словами, ну и хотя бы вспомните самые яркие эпизоды из вашего прошлого, вы поймете, о чем я говорю. Вот то, что вы пережили, то, с чем вы столкнулись, кто-то с большим, кто-то с меньшим, неважно. Но тем не менее, каждая ситуация для вас была патовая. И каждый раз из этой патовой ситуации вы выбирались. Как? Даже понять не могу. Но что-то вас заставляло, да, не идти на дно мертвым грузом, а всплывать. И каждый раз вы всплывали и брали воздух, начинали дышать полной грудью. Это вы, это ваша история жизни. Не прибедняйтесь. Вы не такой уж несчастный человек. И не такая уже злая у вас судьба. Если взять людей, которые рождаются с инвалидностью, либо в раннем возрасте уходят от каких-то ужасных болезней, либо люди там теряют свободу. Подумайте об этом. Перестаньте себя жалеть. Научитесь принимать жизнь такой, как она есть. Поймите, жизнь — это не мгла, и это не темная ночь. В жизни очень много прекрасного. Просто невероятно много. Научитесь видеть это прекрасное. Идите к нему, берите, это ваше. Все, что видите, это все ваше. Почему не берете? Боитесь. Боитесь. Знаете, я могу тут много вам тут знаков прочитать, но есть ли в этом смысл? Я вижу перед собой людей, вот кто зашел на эту отсыпочку, да, людей, которым очень много даровано, но людей, которые либо ленивые, либо нерадивые, либо действительно запуганные, которые не желают пользоваться тем, что в них вложено. Я могу сказать вам 1000 слов, но я этого делать не буду. По одной простой причине. Я чувствую, что вы меня понимаете. Вам не нужны уроки. Вам нужен толчок. Вы зашли на эту отсыпку, чтобы получить этот толчок. Вы хотите от меня слышать следующие слова. Будущее есть. И ваше будущее в ваших руках. Оно прекрасно. Вы будете создавать свое будущее. Как скульптор будете лепить свой мир, новый прекрасный мир. Это вам обещано. В этом ваша нить судьбы. Сейчас вы наматываете этот клубочек, он становится все больше, больше. У вас появится материал, из которого вы будете создавать шедевр своего будущего. Я скажу лишь вам оконцовку. Что ждет? Вас ждут дары, вас ждут возможности, вас ждут прекрасные добрые люди. Вас ждет большая добрая семья, огромный теплый дом. Вас ждет счастье, реализация и безмерные возможности. Это то, что вас ждет. Как быстро вы дойдете до этого исполнения, зависит от вас и от вашего сознательного выбора. Сегодня ночь, но завтра будет день. Ночь закончится, будет восход, солнце будет в зените. И тогда вас спросят, а готов ли ты, либо готова ли ты взять ответственность за свою жизнь в свои руки? И если вы скажете «да», откроется новая дорога и новый путь. Вы почувствуете себя абсолютно свободным человеком, при этом очень счастливым. А если вы откажетесь, придется еще одну петельку пройти. Но вы ее пройдете. Даже не переживайте и не думайте. То, что происходит с вашей жизнью, с вами, это все план.
план высших сил на вас. Может быть, он кажется вам каким-то злым и жестоким, но поверьте, нет, это не так. Все, что вам дано, вам по силу пережить. И вы это обязательно переживете. Вот что не могут делать высшие силы, так это принудить вас быть сильным человеком. Это то, что должно родиться внутри вас. Многие уже чувствуют, многие уже осознают, а многие уже стали сильными людьми. Вам все равно от этого никуда не уйти. Конечная ваша цель — это счастье. Вы должны стать счастливым человеком. Не найти свое счастье, не создать свое счастье, не получить от кого-то. Вы должны сами генерировать это счастье. И этим счастьем вы будете делиться со всеми, кто с вами рядом. Только в таком формате. И никак иначе. Поверьте, это почетно, это замечательно. Это независимость, это свобода, это воля. Это вы и ваше будущее. Ничего не бойтесь, ничего не страшитесь. Знайте, вы совсем справитесь. Вы уже на пороге. Что нужно сделать? Решительный шаг. Один шаг вот через этот порог просто переступить. А дальше оно само пойдет. И все наладится. Мои хорошие, на этом все. Не буду вас больше мучить. Я чувствую, что многие уже понимают, о чем я говорю. Другие поймут. Может быть, через день, может быть, чуть попозже. Все равно поймете. Ну, вам никуда не деться. Вот кто зашел на эту отсыпку, вам никуда не деться от вашего будущего. Каждый раз вы будете доходить до отправной точки, и каждый раз у вас будут спрашивать: готов? Готов. Нет? Ну окей, иди еще раз походи. Подумай. И пока вы себя не найдете, себя не раскроете, пока не станете этим источником счастья, ну, вас не отпустят, будете ходить, пока не дойдете. А я вижу, что дойдете. Я даже в этом и не сомневаюсь. Вы счастливые люди, просто еще этого не понимаете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.